Vera Stepanskaya, famous Turkmen director, screenwriter, documentary filmmaker, and animator. Former editor-in-chief of Turkmen Film Studios, Ashgabat Television, and Turkmen State Committee for Cinematography. After graduating from National University of Uzbekistan, she continued film studies at the Russian State Institute of Performing Arts in St. Petersburg. Stepanskaya's most well-known works include film Yandim and cartoons such as One Drop, The Sweetest Melon, and Neighbors, which were created with her husband, animator Yevgeny Mihilson. Ведь у нас к юбилейным датам еще были выставки. И обязательно это Министерство культуры отбирало работы, Союз художников отбирал работы. Я как-то видела Дурды накануне такой вот юбилейной республиканской выставки, когда что-то взяли и что-то не взяли. Он повернулся и ушел. Это человек, который ни за наградами не стремился, ни за должностями. Никогда его не волновало, кто там борется за председателя Союза, кто там за какие-то премии. Его оскорбляло то, что кто-то может решить за него, что выставлять и что не выставлять. Он уходил. Он уходил, он не любил этой ситуации настолько, что он просто не хотел присутствовать. Но у него, когда была персональная выставка, вот тут он очень здорово руководил размещением работ. Мне кажется, что у Киик есть этот тоже папин дар. Она чувствует пространство и знает, как сочетать одно с другим. Вот мне кажется, что это музейное качество невероятного, это тоже талант. Уметь расположить картины и наиболее выгодно представить каждую из них и подготовить зрителя к восприятию картины именно в этом месте, при вот таком освещении. Мне кажется, что Киик обладает этим даром, который был очень развит у Дурды. Еще одно качество, но об этом, наверное, будет говорить точно Михельсон, точно, что Дурды не мог расставаться с картинами. Это была страшная трагедия. Картины покупались, это было принято. Они покупались музеем, они покупались Министерством культуры, они выставлялись, увозились и там могли. Уже в другой республике тоже могли предложить купить ту или иную картину. И он прекрасно понимал, что надо, чтобы картина выставлялась, и чтобы люди могли смотреть на это произведение. Но особенно с годами ему все сложнее и сложнее было просто отдать картину. Он отдавал ее в чужие руки. Вот как будто бы отдавал ребенка неизвестно в какую семью. И очень переживал. В принципе, это великое счастье, что так решила семья Дурды. Они собрали все работы из его мастерской, и сейчас есть музей Дурды. В атмосфере музея Дурды много солнца, много оптимизма, много добра и много мыслей и чувства. Поэтому такой музей должен быть любим. Мне кажется, все для него, для этого все есть. И у Киик, как у организатора этого музея, ее любовь к отцу безгранична, это невероятно, это тоже вот на каком-то таком внутреннем уровне она все чувствует. И все девочки там такие в семье.
все девочки. Он оставил миру великое наследство. Грустно, печально, я даже не хочу об этом говорить, что нет такого музея в Ашхабаде. Потому что можно было сделать музей, именно музей Дурды Байрамова, и это было бы, на мой взгляд, местом исторического значения. Потому что можно было понять, что такое Туркмения и что такое туркмен в его музее. Это невероятная самобытность, которая вот есть у него и не повторяется ни у кого более. Это чувство своей земли, это чувство своей причастности к этой земле и к этому народу. Мне очень хотелось бы переступить порог и оказаться в атмосфере этого музея, потому что такие вещи продлевают жизнь, они ее обогащают. Человек заходит один, а выходит другим. Мы встречались на выставках, мы встречались в его мастерской. Когда приходили друзья, он расслаблялся, он переключался на общение, ему было хорошо. Их избранные люди, которых он считал своими друзьями, они ходили. Но самое интересное, туда ходили молодые. У него были ученики. Он не преподавал. А к нему в мастерскую ходили ребята, которые хотели учиться у Дурды живописи. Он их подкармливал, он им давал краски, потому что не всегда они имели возможность их приобрести. Он им давал холсты, он их оставлял работать, он не вмешивался, давал им выразить себя. Он очень помогал молодым. Я думала о том, что ведь в свое время, в его детстве, на него кто-то обратил внимание в детдоме. И это был для него человек на всю жизнь, который рекомендовал его в художественное училище. Это был мастер учитель в художественном училище, который рекомендовал его в Москву, потому что взрослых маленький Дурды потрясал. Он был сразу художником. Очень много значил для него Изат Назарович, Изат Клычев. Он почитал его как отца. Очень много значил для него Брусенцев. Он называл его тоже учителем. Учителем. Он писал это с большой буквы. Очень любил он этого человека. Очень почитал. Он вспоминал, как свое пальто или новое пальто, тут боюсь соврать, прислал ему Брусенцев в Москву, когда начались морозы, а он видел, как уезжал Дурды. Особенно зимних вещей у него не было. Этот человек думал о том, что ему может быть холодно. И не сразу он приобретет себе пальто. Он его подкармливал. И вот то, что он брал в своем сиротском юном возрасте у других, он потом старался отдать. Дурды очень мощный художник и невероятно теплый художник. В каждом портрете Дурды надо говорить отдельно. И о каждом портрете можно сделать самостоятельную передачу или снять отдельный фильм. Потому что суть этого человека, отношение самого Дурды к этому человеку и то, что он
сотворил, когда сел писать портрет, это все самостоятельно можно раскладывать на запчасти. И это все... Я не хотела бы искусствоведчески говорить о каких-то вещах. Я говорю только о своих впечатлениях. Изат Клычев. Все ордена. Фронтовик. Прошел войну, Второй Украинский фронт. Очень много перенес несправедливости в жизни человек этот. Человек героический. Дрался за другую стилистику, за другое живописное решение, раскрывал двери для этих молодых, пробивал им дорогу, помогал им очень, потому что он знал, что пришли ребята по-настоящему талантливые, которые перевернут понятие живописи в самой стране. Они ему были нужны, он видел в них будущее. Он их всех очень любил, а Дурды обожал просто обожал. Потому что он тоже считал, как и я, что вот он мощнее всех. И пишет он портрет Изата. Почет, все на груди, посадка, сидит человек, совершенно скульптурное лицо, где каждая складочка, каждая морщиночка, где вот скулы, все это так точно, совершенно точно выражено, выписано. И вдруг понимаешь, что самое-то главное еще там, за спиной у Изата. Это сидит советский художник, фронтовик, уже лауреат, уже там народный и так далее, и так далее. Как будто бы даже есть такая, апофеоз такой. И вдруг там, в размытом пространстве, в Тельпеке, отец Изата. Совершенно вот образ второй. Это та земля, еще не советская. Это та суть народная. Вот так вот стоит отец, и еще в руке, причем сам жест скульптурный совершенно, свеча. Durdy Bayramov created this portrait of Izat Klitschev in 1997. Today, it is preserved at the Bayramov Museum in Toronto. И что ты думаешь обязательно? Уже ничего, вот здесь уже, вот этот парад, вот это уже все уходит. Ты совершенно по-другому понимаешь суть этого человека. Потому что появилась вот эта атмосфера, как она создана, и как она красноречива. И она-то обращается к сердцу, к мозгу, к каким-то духовным твоим качествам. Ты даже не знаешь, где она там находится, эта душа. Но если она болит, ты же ее чувствуешь. Если она восхищается, поражается, страдает, плачет, она живет, эта душа. Вот смотришь и понимаешь, что Дурды плачет, страдает, когда он пишет, что он восхищается, поражается. То есть вот его внутреннее состояние переносится на полотна, потому что он не берется писать человека, который его не поразил, и у которого он не нашел что-то такое, что сам Дурды считает очень важным и главным в сути человеческой. Поэтому он берется писать. Когда он пишет своих девочек, когда он писал маленьких, он же писал восторг, чистоту, любовь. Он писал их будущее. Там настолько вот это его чувство к этим девочкам, помимо того, что они красивые, замечательные, на них приятно смотреть, там столько любви и понимания, что вот и немножечко у него есть тревога, чтобы вот это уберечь. Вот это трепетное его чувство, вот его отцовское чувство, трепетное, как же вот
сохранить вот эту чистоту и незыблемость вот этой духовности, чтобы не помутнело, чтобы никто со стороны ничего не внес, не привнес в этот мир чистый, светлый, невероятно восторженный. Вот и также внуки появились. У него есть рисунки, закрытые глазки у детей, просто вот, ну, спали, он их зарисовал. Это, если можно вглядываться в них часами, они завораживают. Хотелось бы, чтобы память эта продолжалась, и она, слава Богу, хранится детьми и хранится теми людьми, которые знают его живопись.